Добрый вечер. Вы смотрите информационный выпуск сегодня. В начале о главных событиях. Основная задача – взаимодействие общества и прокуратуры. В столице прошел брифинг о деятельности созданного общественного совета. Вдохновение. Представлены более 100 работ. В Нидерландах открылась выставка осетинских мастеров кисти. Повышение уровня спортивного мастерства, выявление сильнейших команд и игроков. В Цхинвале состоялось открытие республиканского турнира по футболу. При Генеральной прокуратуре республики создан общественный совет. Его возглавил известный в Южной Осетии политолог Вячеслав Гобозов. На сегодняшнем брифинге в пресс-центре «Спутник» Гобозов отметил, что основная задача надзорного ведомства в большей степени являются не следственные действия, а защита прав и свобод человека, утверждение законности. В пресс-центре «Спутник» прошел брифинг по деятельности созданного при Генеральной прокуратуре общественного совета. Возглавил общественный совет Вячеслав Гобозов. Спикеры рассказали журналистам, как появилась необходимость создания совета и вопросы, которые будут обсуждаться на собраниях. Как отметил Гобозов, часто механизмы Генеральной прокуратуры использовались в реализации политических амбиций, и негативный фон, созданный вокруг Генеральной прокуратуры, мешает работе ведомства. Инициатором создания этого совета выступил исполняющий обязанности генерального прокурора Сергей Битиев. Это его инициатива, его идея. И я думаю, что это очень своевременная и очень правильная инициатива, учитывая ту ситуацию, которая и те негативные тенденции, которые на сегодня реально существуют вокруг нашей правоохранительной сферы в общем и в частности вокруг Генеральной прокуратуры. Ни для кого не секрет, что работа этого ведомства до недавнего времени, во всяком случае, точно уже достаточно долго вызывает серьезные вопросы. Многие забывают о том, что одна из основных, если не основная функция Генеральной прокуратуры – это не следственные действия, а это защита прав и свобод человека и утверждение законности. Если у общества существует недоверие к такого рода такой структуре, да, важной, то это по меньшей мере очень опасно и для нашего государства, и для нашего общества. Основная функция общественного совета – наладить обратную связь между Генеральной прокуратурой и общественностью, чтобы те или иные действия прокуратуры доводились до общества наиболее открыто. Также, как отметил Вячеслав Гобозов, созданный совет не панацея от возникших проблем. Это новый орган в Республике Южная Осетия, и работа будет вестись на общественных началах. Сегодня еще трудно сказать, как этот механизм будет работать. Это во многом зависит и от того, как будут работать члены общественного совета. Естественно, как на их пожелания или на их предложения будет реагировать прокуратура. Я сразу же хочу отметить, потому что уже звучало в социальных сетях, да, это не госслужба, то есть это работа на общественных началах, это общественная нагрузка. То есть все члены общественного совета будут работать в этой структуре на общественных началах. Никакой зарплаты или каких-то иных дивидендов они получать за это не будут. В свою очередь Татаев подчеркнул, что необходима открытость. Основной задачей будет взаимодействие общества и прокуратуры. Ну вот правильно сказал Вячеслав Федорович, что действительно главная основная идея это была в том, чтобы была своего рода открытость действий и работы прокуратуры, потому что вот действительность была такова, что некоторые из нас даже не знали, да, и не понимали, чем и конкретным делом они занимаются. И была выдвинута идея исполняющим обязанности Сергеем Мирабовичем, чтобы сделать такого вот рода площадку для того, чтобы мы обсуждали вместе, мы говорили, принимали какие-то рекомендательные решения для того, чтобы люди и общество видели и знали, чем занимается прокуратура, чтобы не было такого, так скажем, закрытых дверей и непонятия, что же и каким образом проходит расследование различного рода, особенно нашумевшие. Пока идет формирование общественного совета. Численность и полный состав совета пока не определен. Все на стадии становления, отметили спикеры брифинга. Лена Газаева, Азамат Кудзиев. Информационный выпуск сегодня.
Комитет государственной безопасности Южной Осетии совместно с МВД и МЧС, а также во взаимодействии с российскими пограничниками проводит мероприятия по изъятию из незаконного оборота оружия и боеприпасов. Как сообщили в пресс-службе КГБ, по результатам совместной деятельности на приграничной территории республики обнаружены и изъяты боеприпасы и различные взрывные устройства. По каждому факту изъятия из незаконного оборота оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ правоохранительными органами Южной Осетии проводятся проверки. Напоминаем, что добровольная выдача незаконно хранящихся оружия и боеприпасов не влечет уголовную ответственность и способствует снижению уровня преступности. Участковые уполномоченные милиции из Наурского района совместно с сотрудниками уголовного розыска проводят рейдовые мероприятия по пресечению и выявлению незаконного выращивания наркосодержащих растений, а именно марихуаны. Начальник уголовного розыска района Игорь Кочиев отметил, что они обходят приусадебные участки с целью выявить наркосодержащие растения. На данном этапе никаких нарушений не выявлено. Были обследованы придомовые территории сел Зиуатской и Балтинской сельской администрации и села Суадетта. Dorta kusam, dorta shajin kust, vengestanța și zbarago, uito, fekul și sutul, характер, кот фазага не бомбашеста, ройгу механизма. Още фаза ограста че тошер боку, тому дуне, че никаман схото, я тугу мида. Нолен розенен бойду, умена ми азон русел, усторшаве, руса боскоджесте. В Нидерландах открылась выставка остинских мастеров кисти, приуроченная к юбилейным мероприятиям в рамках программы «Дни остинской культуры в Европе». На выставке «Вдохновение» представлены более 100 работ. Мероприятие – это выход на качественно новый уровень в освоении новых площадок и возможность заявить о себе. Репортаж Стеллы Бязровой. Художники из Осетии покоряют Нидерланды. В городе Этенлюр открылась уникальная выставка осетинских художников. Мероприятие проходит в одном из музеев гениального художника Ван Гога. Выставка приурочена к юбилейным мероприятиям в рамках программы «Дни осетинской культуры в Европе». Чем примечательна эта выставка? Во-первых, место. Это музей Ван Гога, называется церковь Ван Гога. Здесь служил отец художника много лет. И сейчас из него сделали музей. Замечательнейшая площадка. Именно в этом городе Ван Гог начал свою недолгую творческую карьеру. Здесь он стал художником, здесь он позиционировал себя как художник. Событие объединило почти всех участников программы «Дни остинской культуры в Европе». На выставке «Вдохновение» представлены более 100 работ 23 художников разных поколений. Идея такая, да, что первый раз мы отошли от симметричной экспозиции, сделали такое своеобразную экспозицию, и посетителям очень сильно понравилось. Многие захотели узнать про Осетию, и многие с сегодняшнего дня будут знать об Осетии намного больше, чем знали до сих пор. По словам Родиона Пухаева, выставка работ остинских художников в Нидерландах – это выход мероприятий на качественно новый уровень. У участников программы «Дни остинской культуры в Европе» появилась возможность осваивать новые площадки и новые континенты. Представитель МИД Южной Осетии в странах Бенилюкса подчеркнул, что выставка станет трамплином для покорения новых вершин. Стелла Бязарова, Оксана Татаева. Информационный выпуск сегодня. В Цхинвальском многопрофильном колледже продолжается сдача госэкзаменов. На сей раз дипломные работы защищали студенты отделений портной и повар-кондитер. В состав экзаменационной комиссии вошли не только преподаватели колледжа, но и представители Министерства образования. Студенты отвечали на вопросы по теоретической части дисциплин и наглядно показали свои работы. Все выпускницы отделения портной получили высокие оценки. Эльвира Тибилова продолжит тему.
5 студенток в этом году окончили отделение Портнойско-Январского многопрофильного колледжа. Среди дипломных работ девушек платье, футляры, вечернее и повседневное. Платье-трансформер с открытым декольте, с осенными рукавами-фонариками. Женский летний костюм, вечернее платье с облегающим покроем и национальное остинское платье. Здесь у нас представлено с открытым декольте платье, с фонариками рукавами. То есть она у нее еще и может модернизироваться. В плане ее можно спустить и будет совершенно другой фасон. Все работы были детально отображены и на бумаге. В экзаменационную комиссию вошли не только преподаватели колледжа, но и профильные специалисты, а также представители Министерства образования. Студенты отвечали на вопросы экзаменаторов по теоретической части дисциплин. Все выпускницы отделения получили высокие результаты. Сегодня особо благодарю вас за вашу просьбу зачислить вас в следующем году в качестве вольнослушателей, чтобы завершить вот те пробелы, которые у вас произошли во времена карантина и пандемии. Вы здорово поработали, у вас потрясающие результаты. От имени всех разрешите вас поздравить с успешным завершением учебы. Мария Джоева представила 2 работы в качестве дипломных проектов: выходное платье-футляр и национальное остинское платье. Моделью для национального наряда девушка выбрала свою сестру, так как наряд был шит для нее. Мария отмечает, что самым сложным и трудоемким в процессе пошива стала ее обработка. На пошив платья ушло около 2 месяцев. Сложными элементами этой работы были именно декоративная часть изделия. Я работала со своим руководителем, с Хавребовой Ниной Ивановной. Мы вместе шили это платье. Платье состоит из 2 платьев, верхнего и нижнего. Нижнее платье можно надеть отдельно. Также платье состоит из синтетических тканей. Тема моей дипломной работы была художественное оформление остинского национального платья. Орнаменты пришивались на швейной машинке. В моментах сложного заключения, вот, допустим, здесь машинку приходилось доводить вручную. На первый взгляд кажется, что что пошить орнаменты очень легко, но это очень сложная работа, которая оказывает огромную нагрузку именно на позвоночники, на плечи. Сокурсница Марии Алися Бестаева также подготовила свою работу «Вечернее платье» для дочери на школьный бал. Представлена на манекене. Следующая работа, это у нас работа Бестаевой Алиси. Здесь она пошила, значит, выпускное платье для своей дочери. Вот бархатное платье с отдельным лифом, корсетом и юбкой с боковыми складками и с разрезом. Это одна из сложнейших тканей в плане пошива. Так что выполнила свою работу на 5 с плюсом. В отделении повар-кондитер в этом году 16 выпускников. Половина из студентов также сдавала работы в этот день. Студенты подготовили по 2 блюда. В их задачу входило не только достойно презентовать свою работу, но и обосновать выбор блюда, рассказать технологию приготовления и ее историю. Я представляю на ваш суд 2 блюда. Это имеет отношение к армянскому: ячмень-одинская долма и французские эклеры. Переводится как молния. Подразумевалось, что вот эти маленькие пирожные, они сразу же съедаются, проглатываются. И как молниеносное такое очень вкусное впечатление оставляет. Изобретение их относит нас где-то в 18 век. Карем такой был придворный повар, которого он был на расхват. Вот. И вот это его изобретение. Блюда студенты готовили под руководством 3 мастеров отделения. Защиту выпускных квалифицированных работ принимала комиссия из преподавателей колледжа, представителя Министерства образования и профильного эксперта. Все студенты сдали очень хорошо, я довольна ими. Но кроме этого надо отметить и наших преподавателей. Они тоже очень хорошо с ними поработали, так что молодцы. Студенты прекрасные. Они подготовленные, они уже повара настоящие. Я могу сказать только то, что мы все гордимся тем, что у нас происходит,
тем, какие кадры мы выпускаем. И наше отделение, оно гремит на всю республику, ее представлять не надо. Кадры, которые они выпускают, они замечательные, профессиональные, чему было подтверждением и сегодняшний день. Все дипломные блюда получили высокую оценку экзаменаторов, чего нельзя сказать об устной презентации блюд, с которой справились не все. После завершения экзамена желание продегустировать блюда появилось и у студентов, и у мастеров. У нас экзамены бывают достаточно интересными, и я хочу похвастаться, что всегда результатами мы остаемся довольны. Видимо, все мобилизуются к этому дню. И я считаю, что сегодня результат просто показателен. Почти все пятерки. Ну, почти все пятерки. И если еще учесть то, что эти результаты потом очень помогают педагогам защитить аттестацию, то это уже очень хороший результат. Вы сами увидели, и внешне, и по содержанию удался. В целом я оцениваю свою презентацию очень хорошо, даже на отлично, потому что каждое мое блюдо было серьезно подобрано, каждое было не раз приготовлено, поэтому я считаю, что свои блюда я презентовала на все 100%, на 5 и на все самое лучшее. Вижу себя с профессией только кондитером, потому что с детства моя мама сама занимается кондитеркой, она мне с детства набила эту любовь к тортикам, к сладким эклерам, чизкейкам, поэтому спасибо моей маме большое. Благодаря ей я хочу связать свою жизнь сугубо полностью с кондитерским делом. В этом году Цхинвальский многопрофильный колледж выпустил около 70 специалистов разных профессий. С началом же нового месяца к работе приступит приемная комиссия. Эльвира Тибилова, Рауль Кочев, Фатима Кумаритова. Информационный выпуск сегодня. Билеты на концерт государственного ансамбля песни и танца «Симд» распроданы менее чем за 2 дня. А желающих попасть на концерт много. Принято решение организовать концерт и завтра, 1 июля. В этом году это первый концерт ансамбля, он приурочен ко Дню молодежи. В программу вошли 10 танцевальных и 12 хоровых номеров. Зрителя порадуют и новыми постановками. По словам художественного руководителя Сергея Кочева, все вырученные средства будут направлены в Донбасс. Вчера уже где-то часа в 4 билетов не было. А это уже вторые сутки билеты продавались. И решили сделать еще один концерт и подарить всем людям, которые не смогли попасть на концерт, сделать второй концерт. Таким образом, у нас концерт будет и завтра. Концерт мы начнем с минуты молчания. А вырученные средства мы отправим в помощь на Донбасс. В столице начался республиканский турнир по футболу. Спортивное мероприятие будет проходить 4 дня. Оценить мастерство и командную игру спортсменов будут приглашенные ветераны футбола. Финал состоится 3 июля. Все подробности у Агунды Губозовой. В Цхинвале состоялось открытие республиканского турнира по футболу среди юниоров. В турнире принимают участие столичные и районные футбольные команды возрастной категории 2009, 2010 и 2011-2012 годов рождения. Турнир будет проходить в течение 4 дней. Порядка 10 команд будут иметь возможность побороться за первое место. Спортивное мероприятие организовано Комитетом по молодежной политике и спорту Федерации футбола и ДЮСШ США. Главной целью соревнований является развитие футбола, повышение уровня спортивного мастерства, выявление сильнейших команд и игроков школы футбола, подчеркнул Сергей Засеев. Радует то, что кроме Ленингорского района все районы республики представлены. Думаю, что это, во-первых, не просто будет турнир, а это и будет своего рода смотр работы тренеров тоже, которые уже довольно долго занимаются подготовкой юных спортсменов. Для нас, как руководство комитета, это важно, прежде всего, увидеть работу, увидеть наполняемость в командах, увидеть то, что люди занимаются своим профессиональным делом. Перед началом мероприятия игрокам удачи пожелал президент Федерации футбола Владимир Пухаев. Приветствую всех участников нашего соревнования. Спасибо организаторам турнира. Мне очень приятно видеть такую перспективную молодежь. И желаю вам показать нам красивый футбол и пускай победит сильнейший. Питер Фалаут на фестивале.
Футбол – командная игра, где все игроки должны выступать слаженно, как единый организм. Побеждает та команда, в которой игроки чувствуют друг друга без оглядок. Команды, в свою очередь, показали красивый атакующий футбол, который понравился болельщикам. До начала мероприятия съемочная группа пообщалась с юными спортсменами. У них боевой настрой. Все как один настроены исключительно на победу. Постараться скандишай на команда Рамбула. Фетчак Бенадройса. Я рад, что турнир начался. Я сделаю все, чтобы моя команда выиграла. Я сделаю что в моих силах, помогу своей команде. Сегодня я уже второй раз как участвую в турнире. Боевой настрой. Хочу забрать первое место. На мероприятие были приглашены ветераны футбола. Они оценивали мастерство и командную игру спортсменов. Мероприятие завершится 3 июля. Победители будут награждены кубками, медалями и грамотами. Агунда Гобозова, Александр Кочев. Информационный выпуск сегодня. На этом наша программа подошла к концу. Я Ирина Джуева. Желаю вам всего доброго и до свидания.